Ребята, всем привет! Выбрался на рыбалку. Сегодня суббота у нас, выходной день. Валит первый снег. Дождались наконец-то. Конец уже октября. 27 число, по-моему. И мы с вами быстренько сейчас выходим на воду. Лодку я уже собрал. Под мотором, под электро, под новым. Второй раз он у меня уже на воде. Попробуем поймать щучку. Все, поехали. Вышел на воду, ребята. Страшный снег. Вообще тут, я думаю, не знаю, получится что-то нас заснять или нет. И поймать в целом рыбу. Но снегопадище. Первый снегопад. Ну, по крайней мере, я вижу первый. Где-то уже снег был. Но я вижу первый раз. Время 9 часов утра. Видел уже, одна лодка здесь троллит, ходит, ребята. Ну, будем пробовать. Повалила крупа. Жесть полная, блин. Что-то такая рыбалка, блин. Снегопад. Просто жесть. Но я не один такой, блин, народу вон гоняет. Неужели это рыба? Что-то не трепыхается только ни хрена. Да, это рыба. Вот такой вот щурок попался. Время без 12 часов. Спустился вниз по течению, значит, попытался половить джигом, но ничего не нашел, никаких путевых точек джиговых. И сейчас возвращаюсь к машине уже и пытаюсь вот что-то поймать снова на воблеры. И клюнул вот такой вот щурок. Прицепился я и даже не сопротивлялся, вон на нем пиявка огромадная сидит. Маленький. Сейчас мы его спасем. Тихо, тихо. Ничего не достал я, ни карцанг, ничего. Да, сейчас нужно будет достать карцанг. Не подготовился что-то. Ай, господи. Так. Все. Отцепил. Вот такая вот щучка попалась, огромадная. На рудру. Будем надеяться, что это не последняя рыбка, которую я сегодня поймаю. Ну все, продолжаем. Этого домой. Сейчас будем выгребать из травы и продолжим. Давай ловись, рыбка большая, маленькая. Да, поклевок нет. Может быть, рыба сместилась уже на ямы. Хрен его знает, короче. А нет, вот есть, поймал. Ну-ка иди сюда, но небольшая. Но небольшая опять, ребят. Такой же карандашик.
Опа, даже еще меньше, наверное. В этот раз уже на ререндж 130. Ну, как говорится, в степи и жук мясо. Честно говоря, даже снимать не хочется. Блин, так холодно. Все, вот такой вот щурок, вот такой вот воблер. Обалдеть. Глубина подо мной 2,6 метра. Температура воды 7 градусов. Народ троллит. Но я уже до этого опускаться не буду, блин. Будем продолжать твичить. Ну давай. Да, прошли ребята троллингом, так скажем, по моему курсу. Но ничего не поймали они. Не знаю, наверное, уже будут сворачиваться, что ли. Точнее, они за весь день поймали одну щучку. Килограмм на 1,5 и все. Таскают они воблеры тут. Не клюет. Сейчас, наверное, тоже до машины и будем сворачиваться. Потому что холодно. Замерзла спина. Где же ты, щука? Где же ты, где? Давай, клюй уже. И домой поедем. Давай, клюй. Клюй давай. Есть, ребята, наплакал. Наплакал, черт побери. Иди сюда. Иди сюда быстро. Ух, вот это да. Ну и все. Наплакал. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все, наплакал щурка, блин, ребята. На нытье клюнуло, блин. Время у нас час. И вот такая вот щучка. Ребята троллингом тут прошли, у них не клюет. А я поймал. Так, надо этот, как его, лип-гриб достать. А, не хочу руки пачкать. Да, она тут клюнула в замок. Ну ладно, придется брать вот так вот. Опа! Клюнула прям в замок. Застегнулась. Вот такая хорошая щучка. Так, только не дергайся, давай, а то пальцы порежешь тут. Сейчас все-таки зафиксирую. Ага, вот так вот. От меня хрен спрячешься. Все, освободил. Блин, воблер ререндж 130 отжакал. Вот такая щучка, где-нибудь кило 800, я думаю. Попалась. Вот такая мамашка.
Давайте заберем ее, потому что я не знаю, может быть в этом уже сезоне последняя рыбалка, уж может быть льда будем ждать. Не знаю. Ну и за сегодняшние мучения, блин, заберу ее, приготовлю и съедим ее с супругой. Фу. Вот так вот. Приготовлю вкусно-вкусно. Даже не сомневайтесь. Да ладно. Да ладно, ребята. Да ладно, еще одна. Хорош. Попался, который кусался. До машины уже осталось немножко, в принципе. Дойти, киду кидаю. Опаньки. И еще один небольшой щурочек за ноздрю попался. Ну-ка-ся. Такс. Тихо, 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 тихо. Тихо. Руки замерзли, ребята. Руки замерзли. Отдавай крючок. Отдавай. Все, вот такой вот щурочек попался еще. Но мы его отпускаем. Опять на ререндж. Глубина 3 метра. Все, лук в ту сторону убежал. Отлично. Домой уже собрался, а тут расклевалось. Так, рыбачить осталось мне 30 минут. До 3 часов я решил порыбачить. И будем сворачиваться. Сейчас вот здесь вот еще покидаю немножко. И хорош. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу очередная рыбалка. Ну, могу сказать, была трудовая рыбалочка сегодня. Было холодно. Первый снег был сегодня. Значит, с утра замерз ужасно, как собака. Значит, метался я здесь по реке в поиске щуки, и все-таки я ее нашел. С трудом, но нашел, ребята. Поэтому будем считать, что рыбалка, в принципе, удалась. Значит, 3 рыбки я отпустил, одну забрал.
домой приготовлю вкусный ужин себе. Ну и давайте сейчас вам покажу пару, на мой взгляд, таких полезных примочек, там, лайфхаков, не знаю, может кому-то будет полезно. Значит, смотрите, как я перевожу свой эхолот. Что-то думал и придумал. Это сумочка от фотоаппарата. Здесь у меня аккумулятор вот такой вот, значит, 12-вольтовый на 7 ампер-часов. А в другом отсеке я храню сам эхолот. Эта вещь специально для, оптики, для фотоаппаратов, поэтому она как бы мягкая такая, и там ничего не царапается. И удобно очень хранится и переносится. Вот так вот в сумочке. Не знаю уж, видно, не видно. Быстро на скорую руку вам показываю. Значит, так как у меня теперь есть электромотор, и к нему есть аккумулятор, да, как бы я убил двух зайцев. Теперь эхолот я питаю от этого аккумулятора, от большого. И сделал, значит, здесь есть основные клеммы, на которые цепляю электромотор. И здесь есть дополнительные клеммы для подключения еще какого-то оборудования. Ну, еще какого? Эхолот, конечно. Я сюда приделал клеммы такие, разъем здесь от фар автомобильный купил. И соединяется, и на тряске, на волнах не слетает. Но и оставил такие тоже разъемчики, потому что у меня вот аккумулятор от бесперебойника один тоже перепаян на вот такую фишку, а один у меня остался со штатными вот с такими. Поэтому оставил и такой вариант, и такой. Но вот такой вариант на волнах слетает, когда на моторе на большом идешь, прыгает и слетает, как бы фигня. То бишь вот так вот присоединяется и все работает. Надеюсь, тоже будет кому-то полезно. И значит, с трансом здесь что? Как бы появился опять же мотор. И раньше я сюда камеру цеплял на транец, либо эхолот, когда на веслах. А сейчас здесь висит мотор, и значит, больше сюда ничего не повесишь. Поэтому я вырезал такую дощечку, на нее креплю теперь датчик эхолота. Сюда можно и камеру поставить. И все это так же, как штатная, эта дощечка сюда крепится. Вот в эту ручку продел и мотором здесь закрепил. Вот такие пироги. Не знаю, как там было все это видно, ребята, или не видно. Но, надеюсь, кому-то что-то, может быть, пригодится. Все, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео в соцсетях. И до новых встреч. Пока-пока. Thank you.